декабря сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МЧС Крыма. Керченская паромная переправа приостановила свою работу. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают. С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Доброе утро, Крым. До Нового года каких-то 1,5 дня, но с вами, как всегда, радио Крым Реалии. Меня зовут Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на нашем сайте Крым Реалии. Напомню, что мы выходим по будням в Крыму в 9:35, в 19:30, ну или, соответственно, в 8:35, 18:30 по киевскому времени. Ну и Новый год на носу, многие поедут в гости к родственникам в Крым, многие попытаются из Крыма поехать в гости на материковую часть Украины. Вот будем говорить о том, как крымчане готовятся к Новому году, что происходит в эти предпраздничные дни на админгранице, о чем нужно помнить тем, кто едет домой в Крым, а также тем, кто, и поговорим о тех, кто вот уже 3-й год подряд, к сожалению, не может встречать праздник со своими родными и близкими в Крыму. Обсуждать это все будем с координатором инициативы «Крымсос» Тамилой Ташевой, с помощником главы Госпогранслужбы, ее официальным представителем Олегом Слободяном, а также с главой ЦИКа Курултая крымско-татарского народа Заиром Смедляевым. Для начала предлагаю послушать небольшой репортаж от моих коллег. Репортаж. Зимний Крым в ожидании туристов. Российских. В Симферопольском аэропорту транслируют рекламные ролики с популярными направлениями. А турфирмы пестрят объявлениями новогодних туров. Центральная площадь Симферополя в праздничной иллюминации стала самым популярным местом для прогулок, утверждают жители города в интервью телеканалу «Крым-24». Настроение замечательное, новогоднее, поэтому быстрее ждем уже 31-го. Надеемся, что погода останется такой же и настроение тоже не испортится. Мне нравится снег, по нему бегать, играть в снежки. Вот сегодня как раз первый раз выбрались посмотреть на то, как украсили город. Все чудесно, все нравится, так ярко, необычно. Первый раз такое у нас в Симферополе сделали. Специалисты МЧС определили 40 точек на весь полуостров, с которых официально разрешили запускать фейерверки. В новогоднюю ночь местные власти в Крыму обещают работу общественного транспорта. В троллейбусах Симферополя гостей и жителей города ждет Дед Мороз и Снегурочка. Они будут одаривать детей сладостями и подарками. Другим подарком для жителей полуострова станет повышение цен на проезд с 1 января. В троллейбусах Алушты, Ялты и Симферополя до 12 рублей. Дороже обойдется крымчанам и праздничный стол. Об этом рассказали жители Симферополя в опросе, который провели журналисты Крым Реалии. До 5 точно выйдет. Семья большая. До 5 тысяч, да? Дороже получается. Как-то незаметно вроде бы, а получается больше почему. Конечно, поднялись немножко цены. Уже ушло 20 тысяч. Уже это только начало. Так что я так думаю, что это только минимум. Отличаются больше в 2 раза. Синоптики прогнозируют нетипичную для полуострова погоду. На праздничные дни в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Спасатели призывают соблюдать необходимые меры безопасности и не ходить в горы. Из-за непогоды Керченская паромная переправа может приостановить свою работу. В предприятии «Морская дирекция» сообщили, что 31 декабря погода также может ухудшиться и призвали планировать поездки с учетом этих прогнозов. Репортаж. У нас в гостях сегодня Тамила Ташева, координатор, соорганизатор, сооснователь инициативы «Крымсос», которая занимается поддержкой крымчан. Доброе утро. Доброе утро. Но для начала предлагаю все-таки связаться. У нас по телефону уже есть контакт с Олегом Слободяном. Это замглавы Госпогранслужбы Украины, официальный спикер Госпогранслужбы. Олег, доброе утро. Да, доброго ранку. Скажите, пожалуйста, мы говорим сейчас о ситуации на админгранице с Крымом. Вот сейчас, накануне праздников, есть ли увеличение потоков в Крым из Крыма? Какая ситуация на пунктах пропуска? Впродовж останнього тижня ми спостерігаємо деяке збільшення трафіку на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Але якщо порівнювати із минулим роком, то зниження по кількості людей і транспортних засобів десь порядка третини. То якщо говорити, наприклад, за минулу добу, то в минулому році
адмінмежу з Кримом майже 10 тисяч людей перетнуло, мається на увазі в обидва боки за 29 грудня, а цього року цих людей було тільки близько 8 тисяч. 8 тисяч – це більше, ніж всі попередні дні, ніж початок грудня, але, як я сказав, менше, ніж було минулого року. Скажите, вот чуть больше недели назад, по-моему, 22 декабря, Госпогранслужба Украины в очередной раз не рекомендовала украинцам без сильной надобности выезжать на территорию Российской Федерации и на территорию оккупированного Крыма. Почему? Ми маємо численні скарги і численні свідчення наших громадян, які повернулися із Росії чи повернулися із окупованого Криму відносно того, що там на них чинили тиск, відносно них, скажімо так, навіть в деяких випадках застосовували заходи фізичного насильства. Тобто все це створює таку недоброзичливу палітру для того, щоб наші громадяни створювали додаткові для себе ризики і їхали на окуповані території або до країни-окупанта. Спасибо большое. Я напомню, что это с нами на связи по телефону был замглавы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Говорили мы о ситуации, вот текущей ситуации на данный момент на админгранице с Крымом. Вот. А мы, собственно говоря, возвращаемся к беседе с Тамилой Ташевой. Много вообще ваших знакомых из Крыма едет на материковую часть Украины? Или крымчан, которые живут сейчас по разным причинам на материковой части Украины, едет в Крым? Ну, в основном, конечно, это люди, которые едут к своим родственникам, потому что, ну, они сами крымчане, они сейчас являются переселенцами внутренними, да, и поэтому они едут к своим родным праздновать Новый год. В принципе, я сама все предыдущие годы проживания своего в Киеве делала то же самое, и последний мой Новый год в Крыму с родителями был в 2014 году, вот, и это были фактически последние дни, когда я была в Крыму на данный момент, вот. Хотя есть как бы люди, которые, к примеру, едут во Львов, вот, праздновать Новый год. Несколько человек моих знакомых приехало в Киев уже, чтобы отпраздновать Новый год здесь, на Софиевской площади, потому что для них это является определенным, да, из Крыма, потому что для них это является определенным символом, как некоторые люди ехали в 2014 году праздновать Новый год на Майдане Независимости. Поэтому все, конечно, по-разному, но большинство людей, моих знакомых, едут в Крым. Но есть же, к сожалению, немалая группа людей, кто, может, и хотел бы поехать родных проведать на полуостров, но не может этого сделать в силу разных причин. Ну, собственно, я не могу именно по этим причинам ехать, да, потому что это просто небезопасно. Ряд наших активистов, хоть они не сильно засвечены там на телевидении и так далее, или там не являются очень такими яркими активистами, они тоже стараются не ехать в силу причин, с одной стороны, боязни того, что с ними действительно может что-то произойти на административной границе, как это происходило с рядом, там, к примеру, там, дело диверсантов, если взять, да, это Евгений Панов, либо там Редван Сулейманов, либо Андрей Захтей и ряд других можно людей, либо Федор Костенко, который пропал на административной границе, это отец Александра Костенко еще в 2015 году. Вот. Либо когда человека задерживают и держат. Поэтому многие люди просто не рискуют. Для многих это действительно неудобно, да, потому что после прекращения транспортного сообщения с Крымом в декабре 2014 года, конечно же, это неудобно. Ну да, поездов сейчас нет, регулярного автобусного сообщения нет. Остается либо личный транспорт, либо перекладные какие-то. Либо перекладные какие-то, когда ты с Киева, к примеру, едешь до Новоалексеевки, там ты берешь себе такси, это тоже достаточно дорого на самом деле, да, и поэтому поездка твоя в Крым оказывается одной и той же по цене, там, с горячим туром в Турцию, я не знаю, или еще куда-то. Ну вот, на ваш взгляд, вообще само по себе прекращение вот такого регулярного транспортного сообщения, да, понятно, что у Украины, как у государства, были какие-то, ну, свои аргументы на этот счет, да, это касается и железной дороги, это касается и автодорог. Насколько сильно это вот ударило по, скажем так, связи, да, между крымчанами, между семьями, внутри семьи, с друзьями, я не знаю, с теми, кто на материковой части Украины находится, и теми, кто в Крыму?
Конечно, причины официальные нам говорили о том, что это оккупированная территория, там с той стороны могут быть различные диверсанты и так далее. Но форма, на самом деле, каким образом это было сделано в 2014 году, она была ужасной. И, конечно же, все это очень сильно повлияло на межчеловеческие отношения. Я скажу просто по своей семье, да, мои родители, они не очень старенькие, но все-таки это пожилые люди, да, которые уже на пенсии и так далее. У всех есть свои какие-то проблемы со здоровьем, и когда тебе необходимо ехать перекладными путями, там, чтобы навестить своих детей, это очень сложно, да. Если раньше они могли на протяжении до конца 2014 года спокойно сесть в поезд да. и там поспать и приехать в Киев и повидаться с родными, да, то теперь они этого не могут сделать. И так большинства людей касается. То есть есть люди, которые готовы были бы ездить, постоянно общаться, и действительно эти родственные связи, эти связи межчеловеческие между друзьями и так далее, они бы не прекращались, сейчас они усложнены. У нас есть телефонный звонок. Доброе утро. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Мы обсуждаем... Да, мы обсуждаем... Говорите. Да. Ну, хотел бы вашу радиостанцию поздравить с Новым годом, с наступающим. Спасибо. И пожелать, чтобы в следующем году вы перестали засорять эфир и перестали лгать постоянно. Спасибо большое. Вас тоже с Новым годом. Это наш постоянный, скажем так, слушатель, который с регулярным постоянством нам звонит. Каждый раз под разными именами. Но вот, кстати, да, наверное, один из поводов, почему многие не рискуют ехать в Крым, потому что непонятно, с чем можно столкнуться. Вопрос еще в том, вот вы заговорили про активистов, да, вопрос в том, что бывали случаи, почему люди не рискуют, многие из Крыма выезжать на материковую Украину, причем причина не в самой в Украине или в ее властях, да, или в каких-то службах, а снова-таки в Крыму, потому что были случаи, когда люди выезжали, а назад их уже не пускали. Конечно, были и такие случаи, были и случаи депортации, это можно яркий случай с Навером Кадыровым вспомнить, да, либо с Исметом Юксель. Вопрос, как с одной стороны, с усложненными процедурами и со страхом со стороны российских властей, официальных, либо оккупационных властей, с другой стороны, конечно же, в том числе, и мы должны об этом говорить, есть определенные проблемы, и перепонная со стороны украинской, да, потому что если говорить о том, когда ты выезжаешь с материковой части, въезжаешь на оккупированную территорию, там это праздники, да, каждый хочет привезти какой-то подарок и так далее. И в любом случае у нас до сих пор действует неизмененная процедура по 1035 постановлению, да, когда ты можешь оставить те конфеты, которые ты купил здесь на материковой части. И да, конечно же, наша пограничная служба, она говорит, что нет, в принципе, никто вас этими конфетами останавливать не будет и так далее. Но это остается на откуп фактически пограничника. И когда это остается, да, на откуп пограничника, то это может привести к определенным коррупционным схемам в том числе. И это просто неприятно очень часто бывает. Поэтому о таких, конечно, случаях тоже необходимо говорить и просто стараться их избегать. Еще у нас есть один слушатель, надеюсь, что это не тот же самый человек. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. С Новым годом вас. Спасибо. Побольше вам выступлений. Не по полчаса, а 3-4 раза в день, чтобы нам была ретрансляция, хоть вы слышали, у вас один только голос, то, что полезный для Крыма. Спасибо. Больше ничего. Вы знаете, Спасибо. я вам скажу тоже проблемные вопросы вот эти. Сейчас погода у нас никудышняя. Электричество отключили, вот Царский район, практически половина электричества нет. Сидим без электричества. Какой Новый год? Непонятно, что будет, во-первых. И то, что который говорил, это провокатор. Который до этого был. Спасибо большое. Спасибо большое. Я надеюсь, что свет вам все-таки включат. Новый год встретите со светящейся елкой. Вот. Я напоминаю, что это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, в других соцсетях у нас есть аккаунты. Заходите на наш сайт, там нас можно и услышать, и увидеть. И на связи с нами сейчас Заир Смедляев, глава Центра избиркома Курултая крымско-татарского народа. Заир ага, доброе утро. Доброе
Мы обсуждаем тему сложности, которые могут возникнуть у крымчан при пересечении вот админграницы сейчас в новогодние праздники, да, причем как при въезде в Крым, так и при выезде из Крыма. Знаю, что в течение года такие случаи уже были, да, были случаи, когда люди выехали и въехать назад не могли, были случаи, когда въезд запрещали. Что вы можете подробнее рассказать на эту тему, ну, и ваше отношение к этому? Ну, я скажу так, что это не связано с Новым годом или еще как-то. Проблемы с пересечением пункта пропуска въезда и выезда существуют с момента создания этих пунктов. Причем какой-то диагноз, скажем, или рецепт, что вот можно проходить вот таким образом и у вас ничего не будет, я дать, к сожалению, не могу. Потому что один раз ты можешь пройти абсолютно спокойно, второй раз твой паспорт будут смотреть полчаса, сканировать все страницы, потом плюс еще где-то что-то надорвут, подшкрябают. Зарегулирована получается процедура, да? Да. Потом попросят отойти, подождать полчаса, потом еще час, потом проведут в комнату, где будут душещипательные беседы проводить сотрудники ФСБ. Ну, то есть говорить о том, что это есть какая-то стабильность, нет. Ну, то есть периодически эти акции проводятся, плюс еще зависит, наверное, настроение тех работников. Ну, понятно. Кстати, на днях в Киев выезжала с Крыма Александра Крыленкова, правозащитница. Ее 3 часа продержали на пункте пропуска для того, чтобы она с успехом... Ну, я понял, да, это, к сожалению, не новость. Спасибо большое, у нас не так много времени остается, к сожалению. Это был Заир Смедляев, глава ЦИК Курултая, крымско-татарского народа. А вот известные крымчане, по-разному известные, но те, кто с нами активно общался в 2016 году, вот рассказали, как планируют встречать Новый год. Для начала предлагаю послушать победительницу Евровидения 2016 года Джамалу. Я к нему очень легко отношусь, вообще легко. Я не делаю здесь с Нового года никакого культа, ведь по сути это просто переход в следующее число. Вот, поэтому если ты хочешь подарить подарок или съесть оливье в любой другой день, делай это. Не было никакой традиции дома, знаете. Ну, во-первых, наверное, из-за того, что все-таки мусульмане не празднуют Новый год как таковой, поэтому у нас не было домашней традиции, там, не знаю, собираться обязательно с семьей, в общем-то, и как-то это праздновать. Просто было такое, что, как всегда, в школе это праздновалось, или там уже потом, когда я жила здесь студенткой, тоже мы там устраивали какие-то новогодние вечеринки. Ну и потом, конечно, мне всегда нравилось и нравится выступать на Новый год, потому что, по сути, я пою свою музыку, я не пою никаких специальных, там, не знаю, новогодних песен. И то, что я выступаю со своей музыкой на Новый год, конечно, тоже очень важно. Я бы очень хотела пожелать нам всем, чтобы мы были добрее. Мы были добрее и старались находить как можно больше любви во всем. Я знаю, что это звучит достаточно абстрактно, но на самом деле из-за того, что мы все озлобленные, мы все теряем от этого. Мы все от этого теряем, и очень хочется, чтобы в новом году мы нашли в себе силы мечтать, любить, я не знаю, стремиться только к тому, чтобы у нас в стране настал мир. Ну, еще один комментарий от экс-главы Верховной Рады Крыма Леонида Грача. Это всенародный праздник, и мне всегда в этом смысле везет, что весь народ празднует, а с другой стороны, я всегда говорю, что день моего рождения, 1 января, это день опохмеления всеобщего народа, потому что в новогоднюю ночь хорошо все выпьют, закусят и так далее. И приходят ко мне в гости уже на похмелку, а не на день рождения. Вот такие вот дела. А я человек старорежимный, я никогда Новый год не отмечаю где-то на стороне. Я всегда в домашней обстановке все это делаю. Так что после обеда 1 числа, Вань, заходите
Я налью, но не боярышник. Ну вот, крымчане могут воспользоваться приглашением Леонида Ивановича, нашего очень частого гостя эфира. Тамила, если подводить итог эфира, чего бы пожелали крымчанам, тем, кто в Крыму, тем, кто на материковой части Украины? Крымчанам, конечно же, терпение и понимание, что в любом случае через некоторое время, да, не сейчас, но все наладится, а тем людям, которые живут здесь на материковой части, все-таки сохранять эти связи с вашим родным Крымом. Если у вас есть такая возможность, то ездить в Крым, навещать своих родных, своих друзей, приглашать их сюда, чтобы вот эти настоящие человеческие связи, они сохранились. И, конечно же, желаю в 2017 году, больших успехов для каждого из вас, да, потому что на вашем месте вы можете сделать куда больше, чем там, сидя и ничего не делая. Спасибо большое. Это была Тамила Ташева, координатор инициативы «Крым-СОС». Я напоминаю, что это был эфир радио «Крым Реалии». Нашу вечернюю программу сегодня слушайте в 18:30. Вести ее будут Александр Янковский и Павел Казарин. С вами был я, Максим Кошелев. Теперь мы выходим, напоминаю, по будням в 9:35, 19:30 по Крыму или в 8:35, 18:30 по киевскому времени. Встречаемся, как обычно, на средних волнах в онлайне на нашем сайте Крым Реалии. С наступающим вас Новым годом. Услышимся. С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.